Okay, here we start. Well, hello everyone that is watching this Bible study on faith. Greetings to you. Ну, приветствуем всех тех, кто сегодня смотрит продолжение нашей серии проповедей на тему веры. Приветствуем вас от всего сердца. In the last session, we looked at this wonderful blessing that we can have by faith and through faith, that is victory over sin. В прошлый раз мы с вами говорили об этом прекрасном и удивительном благословении, которое мы можем иметь и которое нам всем стоит иметь, и которое мы получаем в нашу жизнь, опять-таки путем веры, и это победа. Oh, okay. So I said, this is probably one of the most important blessings that we can have through faith, this deliverance from the power of sin. И по сути, это, пожалуй, наибольшее благословение из всех, которые мы можем принять в нашу жизнь верой. Это победа над грехом. And I think now it's time to deal with the question, well, if faith brings us all these wonderful blessings, then how can we have faith? How can our faith grow? И если мы поговорили о всех этих удивительных благословениях, которые вера способна принести в нашу жизнь, то сейчас наступил как раз подходящий момент о том, чтобы поговорить, как нам иметь веру и как нам сделать так, чтобы эта вера росла. And for this answer, we turn to Romans 10:17, please. По этому поводу давайте с вами откроем Римлянам 10 главу, 17 стих. And there we read, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. В НРП написано: «Итак, вера приходит от услышанного слова, слова о Христе». Или другие переводы говорят: «Вера же от слышания, слышание от Слова Божьего». Well, let's look at the first part. Faith comes. That means we don't have to complain, oh, I have no faith, or my faith is so weak and I need more faith, but I don't know. Faith comes. Давайте обратим с вами внимание на это словосочетание, которое используется во всех переводах. Итак, вера приходит. Нам не стоит с вами жаловаться и слишком заботиться о том, что у меня слишком слабая вера, где же эта вера, где мне ее откопать. Вера приходит. And then it is explained how faith comes. Faith comes by hearing, and the hearing is by the word of God. И здесь написано, благодаря чему вера приходит. Вера приходит от слышания, а слышание приходит от Слова Божьего. In the Greek, there's two different words that are used to give this word word. It's logos and rhema, two different words. В греческом языке существует два варианта. Слово, которое на русский язык переводится как само слово «слово». Это рема и логос. And rhema means the living word, the actual word, the word that is given for a specific situation, which is made alive by the Holy Spirit. Значение слова «ремы» можно истолковать так. Это фактическое, живое слово, которое дается Богом человеку в определенном каком-то контексте, в какой-то ситуации, на определенную какую-то жизненную необходимость. И оно приходит от Святого Духа. While logos means the whole general word of God. Значение же слова «логос» такое. Это Слово Божье в его общем понимании – это все само Слово Божье. So the point is we need to turn the general word of God, the logos, into rhema for our personal situation, for our life. И смысл заключается в том, чтобы нам в нашей личной жизни адаптировать логос в рему, которая будет говорить в наши конкретные жизненные обстоятельства. And this is done by the Holy Spirit. It's a gift. It's something that is given to us by the Holy Spirit.
И вот этот процесс, он возможен только благодаря Святому Духу. Это такой дар, который дается нам от самого Божьего Духа. Therefore, it is so important, and I think I've mentioned it before, that we have to have a, a friendship, a living relationship with the Holy Spirit. Именно поэтому я столько налегал и говорил вам о том, насколько нам важно иметь живые взаимоотношения со Святым Духом. As Paul said, let the fellowship with the Holy Spirit be with all of you. 2 Corinthians 13:13. И как написано во 2 Коринфянах 13:13, об этом говорит Павел, общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. The Holy Spirit is the author of this wonderful book, and He alone knows what it really means, and He must be our teacher. Во-первых, сам Дух Святой и является автором Библии, и нам необходимо, чтобы Он, потому что только Он знает, что Он имел в виду, истолковывал нам Писание. Of course, it is good to learn from other people who went before us the walk of faith and to find out what they discovered and what they learned from the Bible. Вне всяких сомнений, это очень нужное и полезное занятие — читать размышления и откровения тех людей, которые шли путем веры до нас. But all the time we have to be taught by the Spirit. We have to listen to other people while we are in connection, in relationship with the Holy Spirit. Но нам очень важно не забывать, насколько приоритетным являются наши взаимоотношения со Святым Духом, чтобы Он мог наставлять и учить нас, в то время как мы также смотрим на жизнь и откровения других людей. As Paul says, the letter kills, but the Spirit makes alive. И точно так же, как Павел сказал, буква убивает, дух животворит. And we do need the help of the Holy Spirit to make the word alive in our heart. И нам очень важно, чтобы Дух Святой помогал э, этому Слову живому оживотворяться в наших сердцах. And we give him the opportunity to do this for us while we do what is expected from us. И мы даем Ему такую возможность, когда мы со своей стороны делаем то, что ожидается от нас. We read in Romans 10:8, the word is near to you, it's in your mouth and in your heart. Мы читаем с вами в Римлянах 10:8, что Слово на самом деле близко к тебе. Слово, оно в устах твоих. So this is the process. The word must be in our mouth. We must speak the word, and eventually, by the help of the Holy Spirit, it becomes a spiritual reality, a substance in our heart. Что происходит с нами, когда мы начинаем говорить и брать в свои уста Слово Божие? Дух Святой оживотворяет и делает его реальностью внутри нас, так что наше сердце утверждается на нем. And by realizing our dependency on the Holy Spirit, we make sure that this will not become a technique, where we just speak, and hope something will be produced. И благодаря Святому Духу, также общению со Святым Духом, нам тоже очень важно понимать, что мы не можем это превратить в некую духовную практику или технику, благодаря которой мы просто что-то говорим чисто механически. Jesus is the author and the finisher of our faith. Иисус является начальником и совершителем нашей веры, то есть тот, кто эту веру инициировал, и тот, кто ее закончит. So therefore we come to him and we worship him and we speak the word of God that the Spirit shows us, which is the right word for the right situation, and we speak the word into the face of God with confidence. И когда мы приходим к живому Христу, и мы берем в свои уста это слово, эту рему, которую Дух Святой
показал нам для какой-то определенной жизненной ситуации или для чего-то важного в нашей жизни, и мы с уверенностью начинаем говорить это слово перед лицом Божьим. And this should be done with an attitude of commitment, of promise. This is what I want to learn. This is what I need. This is important for me. We speak the word in the face of God with commitment. И очень важно нам в этом во всем иметь правильное посвящение, когда я прихожу с этим словом, и я перед Божьим лицом говорю это слово с отношением человека, который хочет научиться, который говорит: Бог, я хочу в это вникнуть, я хочу это понять, я хочу этим жить. То есть мы прилагаем ко всему к этому наше личное посвящение. I said already that faith is a gift of God, but also it has И something to do with our commitment. я говорил вам уже, что вера– это удивительный Божий подарок, но она тоже непосредственно связана с нашим внутренним отношением, с нашим посвящением. In chapter 3 of Hebrews and then into the beginning of chapter 4, uh, the writer explains the failure of Israel when they were taken out of Egypt, why they could not enter the promised land. В Евреях, в 3 главе в конце и в начале 4 главы, автор объясняет нам суть неудачи еврейского народа, которому так и не удалось войти в землю обетованную. And in chapter 4, verse 2, we read, For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Читаю вам 2 стих из 4 главы. «Ведь нам, так же, как и этим восставшим, этим евреям, была возвещена радостная весть, но им эта вера никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее веры». Или еще дословный другой перевод говорит, потому что они не растворили это слово верой. So the word that they heard was not mixed with faith in their heart. Или, как, например, тот перевод, который использует Хартвик, там говорится о том, что они не смешали это слово с верой в своем сердце. So whose responsibility was it to mix the word with faith in the heart? Обратите внимание, чья это была ответственность смешать или растворить это слово верой. Well, very easy. The writer of Hebrews, he blamed Israel. He didn't blame the Holy Spirit. He blamed them. Очень ясно нам становится из этого отрывка, что автор послания к евреям вовсе не обвиняет в этом, например, Святого Духа, но он возлагает всю ответственность именно на них. So they heard the word of God, but they were not committing themselves. They were not saying, this is the truth. This is the word of God. This is what we expect. This is what we will do. This is what we will experience. They didn't do this. Нам становится понятным, что несмотря на то, что евреи услышали Слово Божие, они не приняли его с должным отношением, они не приложили к этому своего посвящения, они не сказали: вот это Слово Божие, давайте сделаем с этим Словом что-то, давайте его сейчас будем растворять верой, давайте мы будем это Слово исполнять. Нет, они не приложили к этому должного старания. So this is what we have to learn, to mix the word that we hear with faith, with commitment, with expectation, with, yes, this is your word and I believe it, I take it, it's mine. Именно поэтому нам так важно самим научиться растворять Божье Слово верой, смешивать его с верой со своей, когда мы говорим: Господь, это Твое Слово, это то, что я ожидаю, это то, во что я верю, это то, что я буду исполнять, это то, что я беру для себя, и оно теперь мое. And we make sure that we see the character of God behind the words. It's not just words, but it's a faithful God who totally
is willing to do something for us, and who says what he means, and he means what he says. И очень нам важно не просто воспринимать только сами слова, но и Божий характер, который стоит за этими словами. И нам важно помнить и верить, и принимать, что речь идет о верном Боге, который удивительнейшим образом готов что-то делать для нас. And we remind ourselves constantly these words were spoken by a God that is absolutely true and faithful. Нам важно напоминать себе об этом, о том, что за всеми этими словами стоит Бог, у которого да, это да, и у которого, который имеет в виду то, что он говорит, и говорит то, что имеет в виду, и который абсолютно верен. So by doing this, we keep ourselves from the danger that it is just a, a confession of our lips where we just say something and repeat it, and think by the many times we repeat, then it will work. И таким образом мы убережем себя от этой ловушки, когда мы, в общем-то, постоянно напоминаем себе и помним, что мы имеем дело с живой личностью, а мы не начинаем уповать на то, что успех в нашу жизнь придет просто благодаря многократному механическому повторению этих слов. But still, we have the commandment to speak the word again and again and again. Но невзирая ни на что, это и в самом деле Божье повеление, чтобы мы беспрестанно и неустанно провозглашали Божье Слово своими устами. In Isaiah 59, verse 21, we find the description of the new covenant, and this is the Spirit upon us and the Word of God on our lips. This is the essence of the covenant. В Исаии в 59 главе, в 21 стихе говорится о самой сущности завета, который Бог заключил с нами. Здесь говорится о том, что это Дух на нас и слова, которые были вложены в наши уста. Это суть этого Нового Завета. Let's turn to Joshua chapter 1. Давайте с вами еще откроем Иисус Новин, 1 главу. And here we see God encouraging Joshua, who had the responsibility for the whole people of Israel after Moses died. Мы можем прочитать здесь ободрение Божие, наставление Божие, которое Он давал Иисусу Новину, который нес ответственность за весь израильский народ. In verse 7, God commands him, only be you strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded you. Мы читаем с вами в 7 стихе из 1 главы. «Только будь тверд и очень мужественен, тщательно исполняя весь закон, который дал тебе мой слуга Моисей». So God gave him the commandment, be strong. Мы видим, что Бог здесь повелевает Иисусу Новину быть твердым или быть сильным. And then in the next verse, God explains how Joshua will receive this strength. А потом в 8 следующем стихе мы читаем, как Бог подразумевал, чтобы с помощью чего Иисус Новин должен быть твердым и должен был быть сильным. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night. Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах, размышляя над ними день и ночь. So this is the first part of this verse. This is what Joshua had to do, had to live with the word, to speak the word, continually speaking the word. Обратите внимание, что вот как раз в первой части об этом и говорится, этого 8 стиха. Это было Божье повеление, чтобы Иисус Навин таким образом жил со Словом Божьим, чтобы это Слово было постоянно у него на устах. And then in the second part, God says, what as a consequence of this behavior, the word will do for him. А потом в конце этого 8 стиха мы видим, каковы будут последствия
этих действий. То есть что само это Слово Божие, которое Иисус Навин должен был постоянно провозглашать своими устами, сделает для него. That you may observe to do according to all that is written therein, for then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Чтобы в точности исполнять все, что написано, и тогда ты будешь процветать и иметь успех. So here he has the promise. If you do with the word what I tell you to do, then the word will help you and enable you to be successful. Здесь говорится очень ясно, что если ты будешь поступать со Словом и делать то, что я тебе говорю, то это Слово даст тебе успех и процветание. And I hope you are not one of those religious people who don't like the word success. И, кстати сказать, я надеюсь, что вы не являетесь одним из несколько религиозных людей, которым просто не нравится слово «успех» по определению. God is a successful God and he wants us to be successful. Во-первых, наш Бог– это успешный Бог, это Бог успеха. И Он хочет, чтобы все мы были успешными людьми. And success in our walk with God means we fulfill the plan of God for our life. That is success. И что мы можем назвать успехом с точки зрения Бога? Это когда мне, как человеку, удается исполнить полноту воли Божьей в моей жизни. Это и есть успех. And God promises we will have great reward from this. И сам Бог нам опять-таки обещает, что при таком раскладе нас ждет великая награда. Now let's learn from David in Psalm 1. Давайте с вами сейчас поучимся у Давида и откроем для этого первый псалом. And David was well known for his love for God, which he expressed in worship, and his love for the word, the written word of God. И Давид был известен своей любовью к Богу, которую он выражал через псалмы, и он был известен своей любовью, это тоже мы читаем в псалмах, к написанному Божьему Слову. And we read the first two verses. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Давайте прочитаем с вами первые два стиха из первого псалма. «Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании насмехающихся, но в законе Господа находит радость и о законе его размышляет день и ночь». So we see the same idea here as in Joshua 1:8, meditating on the word of God again and again and again. It says day and night. И мы находим здесь точно такую же идею, которую мы только что с вами посмотрели в Иисусе Навине, где речь идет о размышлении над Словом Божьим постоянно, день изо дня, или, как здесь написано, день и ночь. And again, like in Joshua 1:8, we have the condition, we have what we have to do, and then the second part is what will be the fruit of this, what will be the outcome. И сохраняется тот же самый порядок, который мы видели в Иисуса Навина в 1:8. Сначала нам даются повеления, что конкретно мы должны делать со Словом Божьим, и потом, впоследствии, мы видим, какая награда или какой результат нас ждет. And this we find in verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. Hallelujah. И об этом результате мы читаем здесь, в 3 стихе, в 1 псалме. «Он тогда будет, как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод свой в свое время, и чей лист не вянет. Что бы он ни сделал, во всем преуспеет». The Hebrew word for what we translate meditation or meditate means to mumble, to speak and to mumble it all the time. Еврейское слово, которое используется в наших переводах как «размышлять» над Словом Божьим, или английский вариант
медитировать фактически означает в переводе с еврейского это постоянно бормотать это слово себе под нос. Why do we have to speak the word again and again and again? И возникает вопрос, почему нам нужно это слово постоянно проговаривать? So that it finally is uh, uh, rooted in our heart. Для того, чтобы это слово в конечном счете могло утвердиться или укорениться в нашем сердце. As Romans 10:8 says, in your mouth and in your heart. Как и написано в Евреях в 10:8, это слово, оно в твоих устах и в твоем сердце. And we should motivate ourselves for this life, this commitment to the word, and this living with the word by doing something, which is very important. И мы должны мотивировать или сподвигать себя к этому правильному отношению к Слову Божьему, к этому посвящению определенным образом. We need to have a clear understanding about the power and the nature of God's word. Самым главным мотиватором может быть для нас внутреннее понимание о сущности и силе Слова Божьего. And we should do everything to get this clear understanding and then apply this truth and remind ourselves constantly what is the word and what will the word do for us. И мы должны с вами сделать все необходимое для того, чтобы обзавестись этим пониманием о сущности, о природе, о силе Слова Божьего и постоянно напоминать себе, что это Слово способно сделать для нас. I had a very sudden and radical conversion when Jesus came into my life. Например, в моей жизни произошло очень стремительное и очень непредсказуемо быстро произошедшее обращение, But когда Иисус пришел в мою жизнь. after some years, I realized that I was no longer growing as I did in the first years. Something has happened and I didn't understand what it was. Но спустя какое-то время я стала осознавать, что я перестал эффективно духовно возрастать, как это было со мной вот в момент обращения и в первые годы. And then I decided to fast and to find out from God what is the hindrance, why I'm not progressing anymore in the same speed as I did before. И я понимала, что со мной что-то произошло, поэтому я решил попаститься и спросить у Бога, почему я больше не рос с той скоростью, с которой рос раньше. And God spoke to me through a quote from this wonderful Bible teacher, Derek Prince. И Бог проговорил мое сердце через цитату, которую в свое время записал этот удивительный библейский учитель Дерек Принц. And this one quote changed my whole life and is still having a great effect on my spiritual life. И эта цитата тогда буквально потрясла меня, она изменила мою жизнь, и до сих пор она бодрит меня. And the quote goes like this: Satan wants to keep you ignorant about the true nature of God's word. Дерек Принц сказал следующее. Дьявол делает все возможное для того, чтобы удерживать вас в неведении касательно природы или сущности Божьего Слова. When I read this sentence in his book, I knew this is the answer, but I didn't understand the sentence. Когда я прочитал это предложение, одно из многих в книге Дерека Принца, которую я читал, я знал, что это и есть Божий ответ для меня, но я не совсем хорошо понимал его значение. So I stopped and tried to think about this sentence. И я остановился и решил поразмышлять над этим предложением. Okay, Satan wants me to keep ignorant about the nature of the Word of God. So, what is the true nature of the Word of God? И я задумался, раз дьявол так сильно стремится удержать меня от понимания сущности и природы Божьего Слова, так в чем же заключается эта сущность Божьего Слова? And here I was, a Christian for several years,
And I could not answer this question. What is the true nature of the Word of God? И вдруг я поймал себя, христианина, который уже следовал за Богом какое-то энное количество лет, что я не способен был ответить на этот простой вопрос. В чем заключена подлинная сущность Божьего Слова? And then I realized what Derek Prince was warning me about has already happened. I have no clue what is the true nature of the Word of God. I didn't know. И вдруг до меня дошло, что то, о чем Дерек Принц пытался меня предупредить, уже со мной произошло. Я оказался в полном неведении. And by the help of the Holy Spirit, I made a wonderful decision. И благодаря помощи Святого Духа я принял очень важное и чудесное решение в своей жизни. And I said, I will do a Bible study. What does God say about the nature of His Word? И я сказал, хорошо, я изучу Писание на тему, что Бог говорит о своем Слове. And then a second question I would add to this, how does God wants me to live with His Word? И потом я решил добавить к этому второй важный вопрос, что Бог хочет, чтобы я делал с Его Словом, или как Бог хочет, чтобы я с этим Словом жил. And I went through the whole Bible and wrote out every verse that I could find which would answer those two questions. И я пересмотрел всю Библию и выписал различные стихи, которые, как я понимал, отвечают на эти два вопроса. I want to remind you, this was in the days when there was no computer. Да, и хочу напомнить вам, что это было как раз в те дни, когда еще у нас не было электронных симфоний. So that was really hard work, but it paid off. И поэтому это занимало значительно больше времени и стоило большего труда, чем может быть сейчас, но оно стоило того. And when I studied those things in the Word, then I understood why David was so excited about the Word of God. И когда я закончил свое изучение, я вдруг понял, почему, например, у Давида Слово Божье вызывало такой восторг неимоверный. Why it was so precious to him, and why he desired the Word of God and was really searching for those riches. И почему Слово Божье было настолько для него драгоценным, почему он с таким рвением и с таким наслаждением в этом Слове копался и отыскивал там сокровища. So one of the first things I discovered is that there's creative power in the Word of God. Первое, что я узнал для себя, это то, что в Слове Божьем содержится творческая или созидательная сила. He brought forth the whole creation by His Word. Бог сделал все творение. Он все сотворил своим Словом. He has the power to speak things into existence that were not there before. Слово Божие имеет способность взывать к существованию те вещи, которых не было до этого, которые не существовали попросту. We see this in the beginning of the Bible, where God created the stars and everything by His Word. Мы видим это в начале бытия, когда Бог взывает к существованию звезды и все, что окружает. But we see it then later with Jesus, when He was walking on earth, God on earth, He spoke to the storm and the storm obeyed. He spoke to the tree and the tree would wither. He spoke to demons and they would leave. Power in His Word. Но потом мы видим это в жизни Иисуса, Бога, который ходил по земле, как Он обращался к шторму, и тот утихал. Когда Он говорил, например, к дереву, и дерево засыхало, когда Он говорил к демонам, и они убегали, мы видим эту созидающую, творческую силу в Слове Божьем. We were created, became a new creation. Например, мы с вами стали новым творением тоже благодаря Слову Божьему. And God wants us to learn to rule in life through His Word that we speak in His name. И Бог хочет, чтобы мы научились царствовать или господствовать в этой жизни, говоря Его Слово.
This does not mean we can just speak anything into existence and I want this, or there's this great castle in the mountain. I speak, it's mine. No, no, it's not this kind of nonsense. Да, но только это не какая-то странная чепуха, когда мы можем просто взывать в свою и призывать в свою жизнь все те вещи, которые кажутся нам желанными. О, новая машина, я ее призываю в свою жизнь. Или что-то в этом роде, вы же понимаете. It will only work under the help and the guidance of the Holy Spirit, and He will show us what we have to speak. Потому что весь этот процесс является действенным только при помощи и при руководстве Святого Духа, который сам дает нам говорить правильные слова. But in order to see promises fulfilled, God's promises fulfilled, we need to obey Him and then speak His promises and believe that He will fulfill it. Но для того, чтобы Божьи обетования, которые да и аминь, стали материализоваться или происходить в нашей жизни, мы должны, во-первых, быть послушными Богу, а во-вторых, мы должны провозглашать Его обетования с верой в Него самого. And Jesus says His words are life, and that means there's the power in the word to encourage us, to make us strong, to build us up. Иисус также сказал, что Слово Его является жизнью. Другими словами, Его Слово способно ободрять нас, вдохновлять нас, назидать нас, или другими словами, строить нас изнутри. There are many more characteristics of the Word of God, but one I want to put a great emphasis on, and this is God's Word is the truth. У Слова Божьего есть очень много разных характеристик, но есть одна важная из них, на которую я хотел бы обратить ваше особенное внимание. И эта характеристика заключается в том, что Слово Божие является истиной. In John 17:17, Jesus prays to the Father, sanctify them by the truth. В Иоанна 17:17 Иисус молится Отцу и говорит: «Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». And then he continues, your word is truth. Да, я немного опередила, но особое ударение именно на эти слова. Слово Твое есть истина. We could explain the word truth by exchanging it to reality. The truth is the reality. This is how things really are, not how they look like, but how they are. И что такое истина? Истину мы можем в определенном смысле заменить синонимом реальность. То есть, что такое истинность чего-то? Это реальность. То есть, оно на самом деле такое, как об этом сказано, а не такое, каким оно может казаться. So Jesus says the word of God has the power to change our lifestyle and to change our character. This is the power of the word of God. Иисус также говорит, что Слово Божие, оно может изменить нас изнутри, оно может изменить наше сердце, наш характер. Это и есть сила Божьего Слова. So in the word is the power to change us and to set us free from bondages. В самом Слове Божьем содержится эта сила к освящению, к перемене, к освобождению от любого рода рабства. Okay, so John 8:31, 32, Jesus says that we should abide in his word. That means live with his word, be full with the word, and stick to the word and hold on to his words. В Иоанна 8 главе, в 31-32 стихе, Иисус призывает нас жить в Его Слове, держаться Его Слова, не отступать от Его Слова, пребывать в Его Слове. So when we live with his word in such a way, then we are truly his disciples. И Он говорит там, что когда мы пребываем, живем с Его Словом, то тогда мы по-настоящему являемся Его учениками. And again, we see in the first part is the condition, and in the second part is the outcome of this, what we can expect from this. И снова мы видим с вами в первой части условия, то есть то, что требуется от нас, а во второй части мы видим, что это нам принесет.
And Jesus says, under the condition that we hold on to his word, then we will see, we will know the truth, and the truth will set us free. И он говорит здесь, что если мы прибудем в его слове, будем держаться его слова, то тогда мы сможем познать истину, и эта истина сделает нас свободными. That means wherever there is a bondage, whatever it is, pornography or anger or jealousy, wherever there is a bondage, there's a lack of truth. Другими словами, здесь подразумевается, что везде, где есть какого-то рода рабство в человеческой жизни, будь то порнография, будь то гнев, будь то какая-то ревность или зависть, это все подразумевает недостаток истины. Because when the truth is there, then liberty comes. This is what Jesus says. Потому что везде, куда приходит Божья истина, она приносит с собой свободу. Это то, что говорит нам Иисус. So, what a disciple has to learn is how really to commit himself to the Word of God. Именно поэтому так важно любому ученику Христа научиться относиться к Слову Божьему с должным отношением и иметь внутреннее посвящение. And I beg you, I urge you to read and to study a little booklet that I have done. И я вас всех умоляю просто, я вас всех вдохновляю прочитать маленькую брошюру, которую я в свое время написал. And it is available in Russian, and the title is The Word of God, the Role of Holy Scriptures in the Life of a Believer. И она доступна на русском языке, и она говорит о роли Святого Писания в жизни ученика, в жизни верующего. So we start our walk with a book, but the book will lead us into spiritual realities and will help us to know God, to meet God, to experience Him, and allowing Him to work in our lives. И мы начинаем свой путь в реальности с книги, но благодаря ей мы попадаем в реальность того, кто такой Бог, какой Он, что Он может сделать, и в то, как наша жизнь может по-настоящему измениться. And while we study the book, we need to watch our heart, need to watch И our attitude towards the Word of God. И мы говорим с вами о том, что да, все начинается с книги, но очень нам важно проследить за тем, чтобы наше отношение к этой книге было правильным. Paul gives us a strong warning in 2 Timothy chapter 3. Павел нам дает, по сути, очень жесткое предупреждение во 2 Тимофея, в 3 главе. And here in the first verses, he describes certain people that have the outward form of religion, or they seem to believe God. Где в первых стихах он описывает нам неких людей, которые имеют внешнюю форму религии определенной. Люди, которые на вид кажутся верующими. In verse 5, it says, they have the form of godliness, but they deny the power of this godliness. И в 5 стихе он говорит, что эти люди обладают только внешней формой некой религии и благочестия, но его реальную силу, силу благочестия, они отвергают. And when Paul describes their behavior, their lifestyle, we see that they just live like every other normal man and not like a true Christian. И потом, когда Павел описывает их образ жизни, мы видим с вами, что как раз-таки эти люди и живут как совершенно обыкновенные люди, но явно не как христиане. And he says about them, they are always learning, but they are never able to come to the knowledge of the truth. И потом в 7 стихе он говорит о том, что эти люди всегда как бы чему-то учатся, но при этом они никак не могут достичь познания истины. In these days, we find many people in churches who have the same lifestyle. They seem to learn, they seem to be eager,
but there's no change. There's no understanding of salvation. There's no change in lifestyle. There's no change in character. И, к сожалению, в нашей современной церкви мы тоже находим немало таких людей, которые на вид выглядят активными, чему-то постоянно обучающимися, но по сути мы годами не замечаем в этих людях ни перемены, во-первых, ни понимания спасения, ни перемены характера, ни перемены образа жизни, к сожалению. Not coming to the knowledge of the truth means the truth cannot do its work in us, cannot set us free. И когда здесь написано, что они никак не могут дойти до познания истины или достичь познания истины, это означает, что каким-то образом они не дают возможность этой истине произвести эту внутреннюю свободу и перемены, которые она всегда с собой приносит. In the first verses 1 to 7, Paul describes their lifestyle and their attitudes. But now in verse 8, he comes to the root of their problem. И интересно, что в первых 7 стихах Павел описывает их образ жизни, их какие-то внутренние ценности, а потом в 8 стихе он подходит к корневой проблеме этих людей. He says in verse 8, they resist the truth. Он говорит здесь, это один из дословных переводов, потому что эти люди противятся истине или сопротивляются истине. That means they resist Jesus. They resist the word. Что означает, в свою очередь, что они, если они противятся истине, они противятся Слову Божьему и противятся самому Иисусу. Здесь в НРП говорится, они делают вопреки истине, поступают вопреки истине. These are the people who say, yes, I know what the Bible says, but. Это такая категория людей, которые говорят, да, я знаю, что написано в Библии, но. It doesn't match with my experience and it doesn't fit to my desires. Но это не сообразуется с моим жизненным опытом и не подходит для моих внутренних желаний. Or it is in contradiction to my ideas and my understanding of Christianity. Или это противоположно моему личному пониманию веры и христианства. By all these words, they show they are the judge and they look at the word and say, no, not this, it's not like this, it's different, no, it's not for today, no. Но какие бы слова эти люди ни говорили, фактически они демонстрируют, что они ставят себя в положение судьи, и потом они рассматривают с этой точки зрения Писания и говорят, ой, а вот это да, а нет, а вот это нет, это не подходит, это на самом деле не так, а у меня был другой опыт. So they are still in rebellion against God. И эти люди, по сути, все еще находятся в бунте против Бога. And they sing the old song, I do it my way. И поют старую свою любимую песню «Все будет по-моему». And therefore, Paul says about them, they have corrupt minds. The way they think is just corrupt. И Павел поэтому и говорит, что это люди с развращенным умом. And then he continues, he says, they are disqualified for the faith, or they are useless concerning the faith. Наш, например, новый русский перевод говорит, это люди с поддельной верой, но, или другими словами, what does the exact English word say? Well, the English Because in word, Russian it says, for a reason, I didn't give you the English word because the English word, like the German word, is not really proper. Here it says reprobate concerning the faith. But what it means is they are not qualified for the faith. They are useless concerning the faith. oh, I see, because in Russian Bible it says with fake faith. Well, yeah, Ага. somehow. With corrupt minds and fake faith. Но мы с ним обсуждаем как раз разницу переводов, но смысл заключается в том, что у нас написана поддельная вера, но в некоторых других переводах оригинальных говорится, это люди, которые дисквалифицировали себя с точки зрения веры. Это люди, которые недееспособны в плане веры. Наверное, это самый подходящий вариант. Yeah, good.
This is a very important point, and therefore I want to strengthen this point by looking at another passage in Matthew 15, please. На самом деле это очень важный момент нашего разговора, и я хотел бы поговорить об этом еще больше. По этому поводу давайте откроем Матфея 15 главу. And here Jesus accuses the religious Jews of one sin. They know the word of God, but they have exchanged the word of God to their own traditions. Здесь Иисус обличает книжников и фарисеев и говорит им о том, в 9 стихе, что это люди, которые заменили Слово Божие своими человеческими традициями или человеческими предписаниями. The word of God commands us honor father and mother, and which also means when they are old, you as child, you have the responsibility to take care of them. Речь здесь идет о том, что заповедь «почитай отца и мать» включает в себя такой момент, что когда они состарятся, эта забота об их попечении переходит к их детям. But then they had a certain man-made rule which goes like this. If you have money on the Но bank and you say, oh, this money is reserved for God, I give it to the temple. If you promise this to God, then you have no obligation to use this money to take care of your parents. в те времена у них был некое предписание, такая возможность, что если, например, у вас в банке лежит какая-то сумма денег, и вы говорите, эти деньги я посвящаю на храм, я собираюсь их передать, вот, например, там, на строительство или на ремонт храма, то тогда это снимает с человека ответственность этими деньгами заботиться о своих пожилых родителях. So then the child could say, I'm sorry, I can't take care of you because this money is devoted to God, so I can't help you. И другими словами, это давало предлог для человека сказать своему отцу и матери в те времена, извини, мои деньги принадлежат теперь Богу, и я не могу позаботиться о тебе. This, Поэтому. this is not a law that is in the word, it's a law that the rabbis invented by themselves. И, разумеется, это не закон Божий, который мы находим в Писании, но раввины того времени, они сделали такое человеческое предписание. And whether actually later you would give the money to the temple or not, that was not important. И, по сути, ваши последующие действия после клятвы уже не имели значения, реально вы отдадите эти деньги или вы их пустите на что-то еще. So they exchanged the word of God with their own tradition. И Иисус им говорит, это люди, которые заменили Слово Божие своими человеческими предписаниями. And Jesus says in verse 6, you made the commandment of God of none effect by your tradition. Matthew 15:6. Да, 15 глава, все еще Евангелие от Матфея, 6 глава, и он говорит им на это. Вы тем самым, конец стиха, ради своего обычая, ради своего человеческого предписания отменяете заповедь Божию. Или еще тоже понятный дословный перевод, вы делаете Слово Божие неэффективным, недееспособным. So by obeying the tradition instead of the commandment, they did something to the word of God. They made it of Интересно, none effect. что здесь ясно написано, что когда человек начинает подменять Слово Божье своими человеческими традициями и предписаниями, то люди тем самым делают нечто интересное по отношению к Слову Божьему. Они делают его недееспособным, неэффективным, They have stripped the word of недейственным. God of its authority. This is what they did by obeying their traditions. Или, другими словами, они лишают Слова Божьего его авторитета или его власти. Это то, что люди делают со Словом, подменяя его своими человеческими традициями. And then in verse 8, Jesus quotes from the prophet Isaiah, this people draw near to me with their mouth and honor me with their lips,
but their heart is far from me. И потом в 8 стихе Иисус говорит им цитату из пророка Исаии и говорит им следующее. «Этот народ чтит меня устами или чтит меня губами, но сердца их далеки от меня». If we had asked those people, do you believe that the Old Testament, this is the word of God? They would say, yes, of course. Если бы мы расспросили вот тех самых людей о том, считали ли они Ветхий Завет или Тору Словом Божьим, конечно бы они сказали нам да, вне всяких сомнений. But their understanding what it means to believe was wrong. For them, believing just was agreeing. Yes, this is the word. Yeah, this is good. Но их понимание того, что такое верить, было совершенно неправильным. Для них верить значило, ну да, соглашаться, да, в общем-то, да, вот хорошо. But the rule of my life comes from somewhere else. That is the problem. Но правление в моей жизни, то, что будет диктовать мне условия, как я буду жить, будет вытекать все равно совершенно из другого источника. В этом вся проблема. And then in verse 9, this terrible word, but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. И потом ужасное слово, 9 стих. Они поклоняются мне впустую, и их учение состоит из человеческих предписаний. So that means there was no result in their way of believing in God. It was a false belief. Другими словами, это была тщетная вера, это была вера, которая не приносила никакого результата. So that means we have to be very careful really to find out what the word says and how the Spirit is explaining the word so that we don't fall into this trap. Именно поэтому нам стоит быть внимательными, можно даже сказать осторожными, чтобы нам хорошо понимать, что само слово говорит, которое нам истолковывает Дух, а не что-то еще было в нашей жизни. Paul says, watch yourself. That means make sure or have a clear understanding what is moving you, what makes you decide, and what is really important in your life. Павел сказал в свое время, наблюдайте за собой. Что такое наблюдайте за собой? Это понимайте, что вами движет, что оказывает на вас влияние, из каких соображений вы делаете то или другое. So this situation in Matthew 15 is a perfect example of what Paul was describing in 2 Timothy chapter 3. И, в общем-то, этот отрывок из Матфея 15 главы является очень практичным описанием того, о чем предупреждает нас Павел во 2 Тимофея, в 3 главе. Where Paul says they disqualified themselves, they were not able to truly believe in God. Где он говорит, это люди, которые имеют поддельную веру, то есть они дисквалифицировали себя, они не способны и немощны в плане веры. Because the way of their thinking was corrupt. Потому что у этих людей извращенное мышление. That means we can only truly believe in God when our mind is not corrupt, when our mind is clear, and our mind is in agreement with God's mind. Именно поэтому так важно то, о чем мы и говорим, чтобы наш разум не был извращен, чтобы наш разум не был затуманен, но чтобы наш разум был обновлен Божьим Словом. Amos 3 verse 3 says, И how чтобы can мы, two walk together unless they agree first? и чтобы мы находились в согласии со Словом Божьим в нашем мышлении. По этому поводу и написано, Амос 3 глава, 3 стих, «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись?» And how can we walk with God if we don't agree with him? It's impossible. Как человек может ходить с Богом, если он в сердце с Богом не согласен? Это невозможно. A New Testament parallel version of this Amos 3:3 is
Romans chapter 12. Параллельное место из Нового Завета к Амосу 3:3 — это Римлянам 12 глава. Maybe it's not a parallel verse marked in the Bible, but it is in the spirit. It is absolutely a parallel verse telling the same thing. И, может быть, вы не найдете сноски именно на этот отрывок из 12 главы послания к Римлянам, но в духе это однозначно параллельные места, которые содержат одну и ту же идею. Yeah, I'm just looking at the notes in the Bible where they show the parallel verses, but Amos 3:3 is not mentioned. So parallel verses are good, but the Holy Spirit sometimes gives you some more and some better. Только что Хартвиг говорит, я посмотрел на сноски в Библии, где даются часто параллельные стихи Писания, и, как он и предполагал, он не находит взаимосвязи между Амосом 3:3 и, там, например, Римлянам 12:1-2. Но эти сноски всегда хороши, но часто Дух Святой может акцентировать нам какие-то свои параллели. Let's look at verse 2 of Romans chapter 12. Be not conformed to this world. Давайте посмотрим с вами на 2 стих из Римлянам 12 главы. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира» или «не сообразуйтесь с этим миром». It is crucial to understand the meaning of this word world. И, кстати сказать, тоже для нас ключевое значение имеет понимание слова «этот мир». Что вкладывается в него? It's not used in the way we use the word world when we say, oh, I traveled all over the world. Здесь это слово «мир» имеет совсем другое значение, чем то, которое мы часто используем в современной речи, когда мы, например, говорим: «Вот я путешествовал по миру». Здесь речь идет о совсем другом мире. According to Paul, world is the kingdom of Satan. С точки зрения Павла, когда он говорит «этот мир», он имеет в виду царство дьявола. He calls Satan the god of this world. Он называет сатану князем этого мира. And this world has shaped us and molded us when we were living without God. We were shaped by this world. И этот мир, пока мы жили без Бога, во многом сформировал нас. Он вылепил нас. It's a set of rules and values and truth, what the world has given to us. Это определенные понятия, определенные ценности, определенные идеи, которые вложил в нас этот мир. But when we were converted, we were taken out of this kingdom of Satan and transferred into a new dimension, which is the kingdom of God. Но когда мы с вами пришли к Богу, то мы были перенесены из царства этого мира в совершенно другое измерение, которое называется Царством Божьим. And we are no longer part of the world, but we belong to the kingdom of God. И мы больше с вами не являемся частью этого мира. Мы являемся частью или гражданами Божьего Царства. But the problem is when we became a Christian, when we became a child of God, our thinking was not automatically changed. Но проблема заключается в том, что когда мы становимся христианами и переходим в другое царство, наше мышление, к сожалению, автоматически не меняется. And we have many ideas which sound good to us, but they are wrong. И во многом у нас остаются всякого рода идеи и понятия, которые кажутся нам хорошими с нашей точки зрения, но которые являются неправильными с точки зрения Бога. And Paul says, in order to understand the will of God, we need to renew our mind. We need to come in agreement with God. Так вот, в Римлянах, в 12 главе, Павел говорит, что для того, чтобы нам исполнить волю Божью, нам крайне необходимо преобразовывать наше мышление и приходить в согласие со Словом Божьим. See, that was the problem of the people in Matthew 15 and in 2 Timothy 3. They had their own ideas and they didn't really care what the word would say and they didn't submit to the truth. Обратите внимание, это и есть самая большая проблема
тех людей, о которых мы прочитали с вами в Матфея, которые мы прочитали во 2 Тимофея, в 3 главе, о том, что эти люди, они все равно придерживались своих собственных идей, и их мало заботило, что, по сути, говорит Слово Божие. So, in order to learn to trust God, we need to submit to His ideas, to His values, and we need to change the way we think. Но для того, чтобы уповать на Бога, нам нужно научиться откладывать в сторону наши идеи и какие-то наши личные представления и принимать истины Слова Божьего. Many Christians do not understand that there's two kinds of believing in God. Многие верующие, пожалуй, не осознают, что существует две разновидности веры в Бога. And they don't care about which one they have and which one they follow. И, к сожалению, они часто бывают очень легкомысленны по поводу того, а какую разновидность имеют они и зачем они следуют в своей жизни. Let's go to 1 Corinthians chapter 2, and we read verses 4 and 5. Paul says about Давайте с вами по этому поводу откроем 1 Коринфянам, 2 главу, 4 и 5 стихи. Paul says, "My speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God." Здесь Павел говорит, «И моя весть, и моя проповедь были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в проявлении силы и духа, чтобы ваша вера основывалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей». So here he explains there are two kinds of faith. Здесь Павел заявляет, что фактически есть две разновидности веры. One kind of faith comes from the wisdom of man, Одна разновидность веры питается или строится на мудрости человеческой, and the other kind comes by the power of the Spirit. а вторая зиждется на проявлении силы духа. Many believers do not care about this reality. К сожалению, многие верующие не придают значения, что вообще это возможно. Although Paul is warning very strongly about this. Let's go to Colossians chapter 2. Несмотря на то, что Павел очень яростно предупреждает об этом. Давайте с вами откроем еще Колоссянам 2 главу. And in Colossians chapter 2, verse 4, Paul warns us, "And this I say, lest any man should beguile you with enticing words." Здесь в 4 стихе из Колоссянам 2 главы он говорит, «Я говорю вам об этом, чтобы никто не смог обмануть вас вкрадчивыми словами». And in verse 8, he explains this thought more in detail. "But lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of man, after the elements of the world, and not after Christ." И потом в 8 стихе он дает более расширенное объяснение того, о чем он говорит, и он продолжает и говорит следующее. «Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на законах этого мира, а не на Христе». The philosophical ideas of men have crept into the church and spoiled their faith. Когда человеческие философские идеи вкрадываются в церковь и портят все. We see humanism in a form of psychology, in counseling. We see church management by principles of the world. We see it all over. Чего мы только сейчас можем не встретить в церкви. Например, различного рода гуманистические идеи, которые присутствуют, например, при личном консультировании и служении для людей. Или, например, менеджмент совершенно светский, который пытаются воплотить в церкви. And this is a very important point for Paul. He makes it very strong that we need to be careful not to fall into this trap. И для Павла это имело
ключевое значение. Он очень сильно налегает и предупреждает нас, чтобы мы не попадали в эту ловушку. Let's go to 2 Timothy chapter 4. По этому поводу давайте откроем 2 Тимофею, 4 главу. And here he instructs Timothy how to do his ministry. Preach the word. Be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Он говорит здесь во 2 стихе, он дает наставление Тимофею касательно того, как он должен был осуществлять свое служение, и говорит следующее: «Возвещай слово, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время, исправляй, обличай, ободряй со всяким терпением и учи». So when he says preach the word, he means no tradition, no wisdom of man, no philosophy, no other things, just what is written, what is in the Bible. Preach the word. Он побуждает Тимофея проповедовать ничто другое, кроме самого Слова Божьего. No compromise, Timothy. Он говорит ему без всяких компромиссов: «Тимофей, давай». Don't use any wisdom of the world to make your message more attractive. Он не говорит ему здесь, точнее, он его предупреждает против этого, о том, чтобы он не использовал никаких человеческих идей для того, чтобы сделать проповедь более привлекательной. And then he explains why this is so important to stay with the word, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust they shall heap to themselves teachers having itching ears. И он говорит о важности того, чтобы Тимофей возвещал не что иное, кроме как само Слово Божие, потому что в 3 стихе он предупреждает, что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. And while listening to these false teachers, they, verse 4, they turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. И он говорит здесь в 4 стихе: «И в процессе этого всего эти люди перестанут слушать истину, но обратятся к мифам». And 1 Timothy chapter 4, 1 Тимофею, 4 глава. another prophecy with the same subject. Еще одно пророчество на ту же самую тему. You notice that Paul was referring to a prophecy when he said, there will days come when this happens. Chapter 4. Now the Spirit speaks expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Кстати, обратите внимание, что это на самом деле пророчество, когда Павел говорит о тех временах, когда это наступит. И он говорит, Дух ясно, 1 стих из 4 главы 1 Тимофею. Дух ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут следовать духам лжи и учениям демонов. They depart from the faith by paying attention to doctrines of demons. Обратите внимание, он говорит, они оставят веру и будут следовать за лживыми духами и учениями бесовскими. Paul is talking about believers, born again believers. Павел говорит здесь о рожденных свыше верующих. And we should ask, why did it happen to them? И вопрос-то, What caused this whole thing? и вопрос, конечно, возникает, а как это могло с ними вообще произойти? Что привело их к этому? Well, because they didn't pay attention to these warnings. Потому что эти люди не обратили должного внимания на все предупреждения, которые им были сделаны. And they didn't do what the Jewish people in Acts 17 in Berea, what they did. They didn't do this. И они, к сожалению, не делали то, что делали умные люди Those people из 17, Деяний 17 главы. they heard the message of Paul, and then they checked with the word of God whether this was true, what he said. Это были люди из определенной местности, которые отличились тем, что они брали слова Павла, его проповедь,
и сравнивали его с Писанием. They were not naive like many charismatics today. They didn't say, "Oh, I see the great miracles in his ministry. Everything he preaches must be true." Тибарийцы были люди, которые, верийцы, которые а, не были похожи на наивных современных харизматиков, которые а, просто говорили: «О, вот как все это прекрасно», и просто это принимали. They didn't test the message by the goosebumps. Эти люди не тестировали проповедь, которую они слышали, например, от того, насколько по ним, я не знаю, что-то пробегает, у них там гусиной кожей они все покрываются. They didn't say, Не "Oh, это it was было so мерилом. powerful. I sense the anointing. It must be the word of God." Они не говорили тоже: «О, я чувствовал такое помазание, наверняка это было слово от Бога». No, they compared the message with their Bible, the Old Testament, what they had in those days. Но нет, эти верийцы брали и сравнивали то, что они слышали, с Библией того времени. Это был Ветхий Завет. And because the message and the book was in agreement, therefore they accepted his ministry and the message. Но потому что слова Павла, его проповедь совпадали с Писанием, это сподвигло их принять его проповедь. If you don't want to fall into the trap of the enemy of religious deception, you have to do the same. You have to test every message. И если вы не хотите впасть в заблуждение, которое приносят различные религиозные духи, вы должны поступать точно так же. Вы должны испытывать всякое слово, которое вы слышите. And also my messages, you have to test and to check whether this is in your book, in the Bible. Включая, например, и мои проповеди точно так же. Вы должны брать и изучать, и смотреть, насколько это согласуется с Писанием. In Second Thessalonians, Paul says that people will be deceived by Antichrist because they have not received the love for the truth. В Фессалоникийцах Павел предупреждает о том, что люди будут открыты для слов Антихриста и примут эти слова, потому что они не будут покоряться истине. We have to receive from God this wonderful gift, love for the truth. Там написано буквально, потому что эти люди не приняли любви к истине. Так вот, нам с вами следует этот удивительный дар любви к истине принять. By nature, we don't have this love. По своей человеческой сущности мы не имеем эту любовь к истине. Because we were children of the devil and he's the father of lies, and therefore lying was just normal part of our life. Потому что мы все были некогда детьми дьявола, а он отец всякой лжи, и поэтому лгать и жить во лжи было для нас совершенно естественным состоянием. And many times we deceived ourselves and we deceived other people. И очень часто мы обманывали и самих себя, и окружающих людей. But now we were saved by a God who says, "I am the truth." Но сегодня мы с вами спасены Богом, который говорит: «Я есть истина». And if we want to serve him, if we want to trust him, we need his truth in our lives. И если мы хотим служить Ему, если мы хотим уповать на Него, нам очень важно полюбить истину и принять ее в свою жизнь. And we realize we cannot go any longer by feelings. We must go by the facts. We must go by the truth. И когда мы уже приходим к этому выводу, что мы не можем дальше в нашей жизни водиться какими-то чувствами, но мы должны двигаться, опираясь на Слово и опираясь на истину. Many times the truth about who we are, what our character is, this is not pleasant, but it is necessary to see these things so that we can turn away from those wrong attitudes and become changed. И понятно, что часто услышать какую-то правду о себе, понять что-то внутри себя, это далеко не всегда приятно, но настолько необходимо для того, чтобы мы могли видеть и для того, чтобы мы могли меняться и двигаться вперед.
before we repent, we must see what is wrong, and then we can turn away from it, and we can judge it and say, it's wrong. I have no right to do this and to continue this way. I turn away from it. Это же понятно, что для того, чтобы человеку покаяться, ему нужно сначала увидеть, в чем его заблуждение, в чем его неправота, для того, чтобы человек мог сказать: да, я вижу, что это должно измениться, что я не прав, и поэтому я раскаиваюсь в этом, и я отворачиваюсь от этого, я отказываюсь от этого, я хочу согласиться с Богом. Just some weeks ago, I ministered in a Baptist church, and the leadership or parts of the leadership, they refused my message because my message in some areas was not pleasant to them. Буквально недавно, несколько недель тому назад, мне довелось служить в одной баптистской церкви. И знаете, они не приняли моей проповеди только потому, что в каких-то ее местах она была для них неприятной. And instead of accepting the word of God and judging their own wrong religious ideas, they went with their ideas and judged the word of God. И вместо того, чтобы Словом Божьим судить свои какие-то совершенно человеческие Because, понятия, нет, люди что делают? Они берут свои человеческие понятия и ими судят Слово Божие. because they were offended by certain things that God has to say to them. И только потому, что людям некоторые слова, которые Бог к ним обращал, показались обидными. And because their idea is God's love is always nice and sweet and enjoyable. Therefore, this cannot be God because it was painful to hear these things. И знаете, это же как бывает, когда что? Божья любовь, она всегда такая приятная, она всегда такая сладкая, она всегда такая просто приятная к восприятию. А если что-то причиняет нам боль, как это может быть от Бога? And instead of repenting, some of those people, they accuse me of strange and stupid things which are not there in my life. И вместо того, чтобы взять и просто покаяться, эти люди начинают в ответ, например, как в моем случае, обвинять в тех вещах, которых просто нет в моей жизни, и все. And their basic problem was they never accepted the love for the truth. Понимаете, и основная проблема-то какая? Люди, они так и не приняли в своей жизни любви к истине. But they go by their feelings. If it's unpleasant, if it's painful, it cannot be God. It's not good for me. Но люди опираются только на свои чувства. Если что-то для меня неприятно, но напротив болезненно, оно не может быть от Бога, поэтому мне это не нужно. So therefore, I urge you, ask God for this wonderful gift and receive it by faith, love for the truth. And then truth is higher than your opinions and higher than your feelings. И поэтому я побуждаю вас, я не знаю, заклинаю вас, это, конечно, такое сильное библейское слово, чтобы вы приняли этот драгоценный дар любви к истине, и чтобы это слово было превыше всего остального, и которым вы будете судить все в своей жизни, а не своими чувствами и какими-то переживаниями. So I beg you, please use the moment where the Spirit is helping you and warning you. Use this moment and just say, yes, I want this love for the truth. I don't have it, but I want it, and God will give it to you. It's such a precious gift. Поэтому умоляю вас, используйте сейчас этот момент, когда Дух Святой вдохновляет и помогает вам, когда вы можете сказать: да, у меня нет этого дара, но по вере я сейчас принимаю этот драгоценный дар любви к истине в свою жизнь. Okay, thank you. That's all for Спасибо. today. На And сегодня, time- пожалуй, достаточно. next time we will continue looking more at this Romans 12:2, renewing the mind in order so we can trust God and agree with God, and then we will go from there. Да. И в следующий раз мы с вами углубимся в Римлянам в 12 главу, где мы будем дальше развивать тему необходимости преобразования нашего ума для того, чтобы нам дальше двигаться с Богом.
Okay, thank you for listening. God bless you. Bye-bye. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. До свидания. Пусть Бог благословит вас.